Добрый день! Тема урока – моль, количество вещества, малярный объем газа, закон Авогадро. Как вы думаете, в чем лучше, удобнее измерять массу вещества? Вы знаете, что массу вещества выражают следующие физические величины. Это граммы, килограммы и тонны. Если говорят о количестве структурных частиц, то в химии часто используют понятие количества вещества. Это количество структурных частиц, входящих в состав вещества. Обозначают νu греческой буквой или латинской буквой n. Моль в переводе с латинского слова молис – количество или масса. Моль – это единица измерения количества вещества. Моль любого вещества совпадает с 602 секстиллионами или 6,2 умноженное на 10 в 23 степени моль в минус первой степени. Перед вами Амадео Авогадро. Этот ученый ввел число 6,2 на 10 в 23 степени моль в минус первой степени, которое назвали в его честь и стали обозначать заглавной буквой n с индексом А. Индекс А тоже заглавная буква. Моль – это такое количество вещества, в котором содержится 6,2 умноженное на 10 в 23 молекул этого вещества. Установим связь между количеством вещества и его массой. Для этого введено понятие малярная масса и обозначается заглавной буквой М. Что такое малярная масса? Малярная масса – это масса одного моля вещества. Она является величиной постоянной для каждого данного вещества. Необходимо четко различать понятия относительная молекулярная масса и малярная масса. Давайте рассмотрим сравнительную таблицу. Относительная молекулярная масса водорода МР равна 2. Это безразмерная величина. А малярная масса водорода равна 2 грамм, деленное на моль. Грамм, деленное на моль, является единицей измерения. Обратите внимание, что молекулярная и малярные массы численно совпадают. Это очень важно. В первом случае водорода указана одна молекула, а во втором случае водорода указан 1 моль. Атомная масса железа равна 56. Малярная масса железа равна 56 грамм, деленное на моль. То есть, оказывается, малярная масса совпадает не только с относительной молекулярной массой численно, но и с атомной. Здесь указан 1 атом железа и 1 моль железа. Давайте еще раз сделаем вывод. Молекулярная и атомные массы численно совпадают с малярной. Но разница в том, что малярная масса имеет единицу измерения – грамм, деленное на моль. Количество вещества обозначают νu. Это традиционное название, но в последнее время стали обозначать как латинской буковкой n. Если у нас дано число структурных единиц некоторого вещества, то количество молей в этом веществе будет получено делением числа структурных единиц на число Авогадро. То есть на 6,2 умноженное на 10 в 23 степени
моль в минус первой степени. Обратите внимание, что такое моль в минус первая степень. Это то же самое, что единица, деленная на моль. Расчет количества вещества можно вести по различным формулам. Рассмотрим первую, где будем использовать число частиц и число Авогадро. ню равно n, деленное на na. То есть число структурных единиц делим на число Авогадро. Получаем количество вещества. Чтобы найти число структурных частиц, необходимо количество вещества ню умножить на число Авогадро. Итак, n – число частиц, это безразмерная величина, а na – постоянная Авогадро и равна 6,2 на 10 в 23 степени, моль минус 1. Вычислите количество вещества, если число молекул 3,2 умноженное на 10 в 23. Используем формулу прямую. Находим количество вещества делением числа структурных частиц на число Авогадро. Подставляем данные из задачи, и получается ню равно 0,5 моль. Решим обратную задачу. Вычислите число молекул кислорода, если количество вещества составляет 3 моль. Используем формулу n равно ню умноженное на число Авогадро. Подставляем данные из задачи, и ответ получается 18,6 умноженное на 10 в 23. Еще раз напоминаю, что число структурных единиц – безразмерная величина. Поэтому моль сокращается. Второе. Можно вычислить количество вещества, если известна его масса, и наоборот. Можно вычислять массу вещества по известному количеству вещества. ню равно m, деленное на малярную массу. m можно найти количество вещества, умноженное на малярную массу. Итак, m заглавная – это малярная масса вещества, единица измерения которой грамм, деленное на моль. m малая – масса вещества в граммах. Вычислите количество вещества железа, если его масса 5,6 грамм. Обратите внимание, что оформление задач в химии точно такое же, как и в физике. Есть дано масса железа равна 5,6 грамма. А найти нам необходимо количество вещества ню железа. Решение. Первое. Запишем формулу ню равно m, деленное на малярную массу. Второе. Из формулы видно, что для расчета количества вещества нам необходима малярная масса. Как мы знаем, малярная масса численно совпадает с атомной, и, следовательно, запишем. Атомная масса железа равна 56, а малярная масса железа 56 грамм, деленное на моль. И полученные данные подставим в исходную формулу. ню равно 5,6 грамм делить на малярную массу 56 грамм, деленное на моль. Получим 0,1 моль. И ответ записываем. Ню железа, то есть количество вещества железа, равно 0,1 моль. Вычислите массу железа, если количество вещества равно 2 моль. То есть задача обратная предыдущей. Мы будем использовать с вами формулу m равно количество вещества, умноженное на малярную массу.
Точно так же для расчета этой задачи необходимо выяснить атомную массу железа и записать малярную массу железа, которая равна 56 грамм, деленное на моль. Подставляем данные в формулу и получаем 112 граммов. Итак, масса железа равна 112 грамм. Решаем устно. Нам дано вещество водород H2. Есть постоянные характеристики, к ним относятся относительная молекулярная масса, малярная масса и число Авогадро. И переменные характеристики вещества, которые обычно даются в условиях задачи или просят найти. К ним относятся количество вещества, масса и число, в данном случае молекул. Проверим. Итак, относительная молекулярная масса водорода 2. Малярная масса водорода 2 грамм, деленное на моль. Число Авогадро. Так как у нас водород дан 1 моль, то число Авогадро равно 6,2 на 10 в 23 степени. Моль минус 1. Количество вещества дано 3 моль. Масса равна 6 грамм, а число молекул 18,6 умноженное на 10 в 23. Я надеюсь, что все справились с этим заданием. Третье. Можно вычислять количество вещества, если известен его объем. И наоборот, можно вычислить объем по известному количеству вещества. Познакомимся с формулами. Не равно V объем, деленный на V с индексом m. Это малярный объем газов. Объем можно вычислить произведением количества вещества на малярный объем газов. Итак, объем V измеряется в литрах. V с индексом m – малярный объем газов. 22,4 литр, деленное на моль. Он постоянный. Первое. 1 моль любого вещества равен 6,2 умноженное на 10 в 23 моль минус 1. Второе. Расчет количества вещества можно ввести, используя 3 формулы, зная число частиц, массу и объем. И мы ввели понятие малярная масса вещества. Это масса 1 моля и имеет единицы измерения – грамм, деленное на моль. А также она численно совпадает с атомной или молекулярной массами. Рассмотрим схему, которая приведет нас к открытию закона Авогадро. Из курса физики нам известно 3 агрегатных состояния – жидкое, твердое и газообразное. Посмотрите на рисунок. Как расположены частицы, которые находятся в твердом состоянии, в жидком и в газообразном. Рисунок показывает нам расстояние между молекулами в разных веществах по их агрегатному состоянию. Многие твердые и жидкие вещества, газы, состоят из отдельных молекул. Но в газах молекулы расположены на больших расстояниях друг от друга, в отличие от твердых и жидких веществ, в которых молекулы расположены очень плотно друг к другу. Расстояния в газах значительно превышают размеры молекул, несмотря на то, что молекулы разных газов отличаются друг от друга не только размерами, но и формой. Этими отличиями можно пренебречь. Давайте с вами рассмотрим 2 газа – хлор и водород. Оба газа находятся в одинаковых условиях. Одинаковые объемы, одинаковая температура.
мы видим, что число молекул различных газов одинаково. Давайте посчитаем. 5 молекул хлора, 5 молекул водорода. Имейте в виду, что это условно 5. На самом деле их гораздо-гораздо больше. Почему? Давайте с вами рассмотрим примеры из жизни. Он как раз объяснит нам и подведет к выводу закона Авогадро. Мы с вами часто выезжаем на автомобилях. Представим, если две машины едут параллельно, рядом, нам важно расстояние между машинами? Конечно, важно. Почему? Потому что любая ямка может привести к тому, что соседняя машина перевернется и вполне может задеть вашу. То есть соблюдение расстояния здесь очень важно, и оно меньше, чем размер самих машин. Как вы думаете, какое это агрегатное состояние я описала? Так расположены молекулы в твердых веществах. То есть частицы больше расстояния между ними. Поэтому размер частиц очень важен. Следующий пример. Одна машина едет в Канте, а другая в Бишкеке. Расстояние между городами примерно 30 километров. Могут ли эти машины столкнуться в данный момент, в данную минуту? В целом нет, вероятность равна нулю. Поэтому расстояние между этими машинами важнее, чем размер этой машины. И такое состояние имеют газы. Еще раз хочу задать вопрос. Почему количество молекул различных газов одинаковое? Обратите внимание, размер молекул хлора больше, чем размер молекул водорода. А расстояние между молекулами обозначено x. Оказывается, при одинаковых условиях в различных газах расстояние между молекулами одинаковое. X равно x. В одинаковых объемах различных газов при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул. Этот закон работает только для газов. И из него можно сделать несколько выводов, которые называются следствие из закона Авогадро. Итак, следствие первое. Малярный объем газов. При нормальных условиях, которые обозначаются НУ, 1 моль различных газов занимает объем, равный 22,4 литра. Этот объем называется малярный. 1 моль любого газа при одинаковых условиях занимает одинаковый объем. Что такое нормальные условия? Температура кипения равна 273 градусам Кельвина или 0 градусов Цельсия. А давление 1 атмосфера или 10 тысяч паскалей или 760 миллиметров ртутного столба. Нормальные условия часто обозначают НУ. А малярный объем газов нужно знать наизусть. Следствие второе. Относительная плотность газов. Итак, если взять при одинаковых условиях два различных газа, то их объемы будут равны. Следовательно, в газах будет содержаться одинаковое число молекул. Мы видели это на рисунке. А вот массы будут разными. Очевидно, что масса первого газа будет во столько раз больше второго, во сколько раз молекулярная масса первого больше второго. Газ хлор тяжелее газа водорода. Мы это видели. Плотности газов относятся как их молекулярные массы. Но давайте разберем слово «относительно». В этом мире в целом все относительно друг
по отношению к другу что-то. Если мы стоим на перроне, то поезд движется относительно перрона. Если мы находимся в поезде, то относительно поезда движется перрон. Посмотрим формулу. Относительная плотность газов первого газа по второму равна как отношение плотности первого газа ко второму или как их молекулярные массы. Есть формула расчета плотности по водороду. D – это относительная плотность газов. Относительная плотность первого газа по водороду – это есть отношение молекулярной массы этого газа, деленное на 2. Относительная плотность любого газа по воздуху. Относительная плотность газа 1 по воздуху равна молекулярная масса 1, деленная на 29. Что такое 29? 29 – это молекулярная масса воздуха. Ее надо запомнить наизусть. Итак, чему равна относительная плотность газа по углекислому газу, водороду и воздуху? То есть все три формулы мы сейчас используем. Первое. Относительная плотность кислорода по углекислому газу. Это есть отношение их молекулярных масс. То есть 32 делить на 44 и получаем 0,727 тысячных. Что это значит? Физический смысл заключается в том, что кислород легче углекислого газа в 0,727 тысячных. Относительная плотность кислорода по водороду. 32 делим на 2. Это равно 16. Какой отсюда можно сделать вывод? Вывод такой. Кислород в 16 раз тяжелее водорода. И вычислим относительную плотность газа кислорода по воздуху. Она равна 1,1. Это тоже говорит о том, что кислород в 1,1 раза тяжелее воздуха. Следствие 3. Закон объемных отношений. Что показывают коэффициенты в уравнении? Рассмотрим пример получения аммиака. Формула аммиака NH3. Для этого необходим газ азот, газ водород, и мы получим газ аммиак. Перед азотом я написала коэффициент 1. Коэффициент 1 не пишем. Но сегодня я сделала исключение, чтобы вы точно увидели, что 1, 3 и 2 – это коэффициенты, которые показывают число молекул, количество вещества, а также для газов это еще и объемы в литрах. Какой вывод мы можем отсюда сделать? Один объем азота реагирует с 3 объемами водорода с образованием 2 объемов аммиака. Или вы видите запись: объем азота относится к объему водорода, к объему аммиака как 1 к 3 или к 2. Можно брать отдельные газы. Объем азота относится к объему водорода как 1 к 3. Объем водорода относится к объему аммиака как 3 к 2. Объемы газов химической реакции относятся как их коэффициенты в уравнении. Рассмотрим примеры. Перед вами несколько химических реакций. Например, H2 плюс хлор-2 образуется 2H-хлор. Отношение объемов газов в этой реакции равно 1 к 1 к 2. Посмотрите следующие реакции, вы увидите, какие объемные отношения могут у них быть. Итак, наш урок закончен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!